Отмечая на государственном уровне День языков народа Казахстана, мы воспринимаем этот праздник как особый знак дружбы, согласия и единства всех казахстанцев. Конституция Республики Казахстан, концепция о языковой политике и закон о языке предусматривают, что языки республики служат средством межнационального согласия и духовного сотрудничества. Постановлением правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года празднование установлено на 5 сентября, в день рождения казахского просветителя и ученого Ахмета Байтурсынова. Блестящий литератор, педагог и лингвист Ахмет Байтурсынов – один из основоположников казахской лингвистики и литературоведения. Он разработал основы казахского языкознания, научную терминологию для определения грамматики. Сегодня наряду с казахским изучается более 10 языков разных национальностей, проживающих в Казахстане. Это дань уважения всем народам, возможность приобщиться к собственной культуре посредством родного языка. В 20-30-х годах 20 века перед Казахстаном стояли огромные задачи. Это особые задачи по ликвидации безграмотности, проведение всеобуча, становление и развитие новой школы. Для этого в первую очередь необходимо было создать материальную базу всеобуча, но без коренной перестройки системы народного образования в соответствии с требованиями времени, подготовки учительских кадров, учебников и пособий, разработки соответствующей программы обучения казахских детей на родном языке, решить задачу было трудно. В проведении данной работы непосредственное участие принимали молодые казахские учителя, ученые, писатели и работники ликбеза. Это Сакен Сейфуллин, Спандияр Кулиев, Ильяс Джансукуров, Беймбет Мали, Сабит Муканов и вместе с ними Мухтар Омарханович Ауэзов. Мухтар Ауэзов в истории развития педагогической мысли Казахстана представил одну из самых ярких страниц развития обучения детей на родном языке. В 1925 году, будучи студентом Ленинградского университета, Мухтар Омарханович Ауэзов заканчивает рукопись «История казахской литературы» и посвящает ее читателям со следующими словами. «Посвящаю казахским учащимся, будущим открывателям источников научных знаний в казахской степи». И вскоре в Казахстане появились школы, учебные заведения, где казахский язык и казахскую литературу впервые стали преподавать как отдельный предмет. Востоковед Тюрколог, этнограф Радлов Василий Васильевич отметил: казахский язык самый напевный и вместе с тем самый искусный и красноречивый. Казахи от других народов отличаются искусством красноречия, удивительным ораторством и находчивостью. Даже при обычном разговоре строение и слаженность предложений становятся похожими на стихи.